15. Я люблю делать поделки и рисовать рисунки. Разные, вдохновляюсь. И вдохновение само ко мне приходит, вот я делаю под них уже поделки, рисую рисунки. И еще я люблю сниматься разные виды спорта. Или йога, или гимнастика. Ну что-то там такое. Еще даже люблю нырять. Тогда... Ты хорошо плаваешь? Да, конечно. Я сама уже плаваю очень хорошо. И со сеточкой, и даже под водой. Ну, моя дочь Ксюша закончила школу 22-ю, это спецшкола. Закончила 8 классов. После 8 классов у нас был выбор либо сидеть дома, либо все-таки попытаться куда-то еще. Мы узнали, что у нас по городу есть от силы 5-7 училищ, в которых есть реабилитационные группы, куда могут взять наших детей. То есть если обычные дети, они учатся 3 года, то реабилитационная группа это всего на 1 год. Вот. Мы выбрали 27-е училище на повара-кондитера. И вот с сентября месяца мы учимся в 27-м училище. Ксения не только обучается в специальном интернате на повара, но и активно применяет свои знания на практике, работая в столовой церкви. Это позволяет ей совершенствовать свои навыки, также готовит ее к последующему поиску постоянной работы. Тебя мама всему учит, да? Да. Как она тебе помогает здесь? Так всегда опять учит меня резать. Учит она меня, конечно. Да. Она прямо для меня как учительница. Благодаря я маме помогала. Вот я решила здесь еще немножко помочь. Я немножко набралась вдохновения. Вот я чистила, резала здесь. И даже маме помогала в нашем доме. Чистила. Да. Для многих людей с синдромом Дауна процесс поиска работы становится настоящим испытанием. В обществе существует множество предрассудков и стереотипов по отношению к людям с синдромом Дауна. По-моему, вот это сейчас трудоустройство таких детей, это все-таки на совести и шее родителей. То есть это... Если родители найдут место, смогут как-то по знакомству или вот, может быть, там открыть свое кафе, работать родителям, а такие дети будут помогать родителям, то это да. Если даже вот приходишь с улицы и просто говоришь: возьми моего ребенка особенного, то люди пугаются, потому что они не знают, что такое синдром Дауна, что это такое. Для них это просто ребенок инвалид и ребенок умственно отсталый. А то, что у этих даже умственно отсталых детей есть какой-то скрытый потенциал, то есть они вот точно выполняют показанную им работу. То есть их правильно научить, если, то они будут эту работу выполнять именно все время так вот, как их научили. Точно и правильно. Вот. Обычные люди этого не знают, и они, естественно, боятся. Однако важно помнить, особенные люди способны достичь больших результатов, если им будет предоставлена поддержка и возможности. Это вот в наших странах принято говорить, что это детки или люди с ограниченными возможностями. А вообще нужно к этому относиться, что это люди с особенностями. И тогда негативное мышление сразу переходит на позитивное мышление. Если они видят, что в коллективе есть и такие ребята, значит, это говорит о каких-то наших подходах, особенно и к гостю и так далее. И мы стараемся это транслировать. Вообще, мне кажется, человек любой бизнес без человеколюбия, он просуществует очень недолгое время. Я не могу сказать, что мы целая империя, которая существует годами, эта практика проверена, но моя личная интуиция, вот она подсказывает об этом. Ксюша – это как раз-таки тот ребенок, который дает надежду другим детям с синдромом Дауна. Потому что можно так, получится все, но получится, если мама и папа, они правильно понимают ситуацию и делают все, чтобы дать своему ребенку шанс развить те способности, которые у нее есть. Ксения – это пример того, как сильная поддержка родителей может изменить жизнь человека с синдромом Дауна.
Если будет еще поддержка со стороны бизнес-сообщества, они могут стать неотъемлемой частью экономики. Это способствует не только расширению возможностей индивидуального развития, но и обогащает общественное благосостояние. Ну, моя, конечно, цель развить ее профессиональные навыки, да, натренировать, как говорится, руку, ну и чтобы в дальнейшем все-таки как-то попытаться ее куда-то трудоустроить, чтобы она не сидела просто так дома